Сумма выданных по дальневосточной ипотеке средств превысила 42 миллиарда рублей. Лидером по числу кредитов стал Приморский край, где ипотеку оформили свыше 3000 человек на общую сумму 12 миллиардов 700 миллионов рублей. В Якутии кредит взяли около 3000 жителей на почти 11 миллиардов рублей. На третьем месте оказался Хабаровский край, там числится более 1500 договоров, почти на 6 миллиардов рублей. Как уточнили в Агентстве по развитию человеческого капитала, 457 кредитов на Дальнем Востоке банки выдали для индивидуального жилищного строительства на общую сумму почти 1 миллиард 600 миллионов рублей. Совет директоров Роснефти утвердил программу биржевых облигаций, которая предусматривает размещение неконвертируемых ценных бумаг на сумму 800 миллиардов рублей. Как следует из материалов компании, размещение планируется по открытой подписке. Срок погашения бондов установлен в размере 10 лет со дня размещения, однако компания оставляет за собой право досрочной выплаты всей суммы. Обеспечение исполнения обязательств по данному выпуску не предусматривается. Отметим, последний раз Роснефть размещала облигации в 2017 году. Объем выпуска составил 1 триллион 300 миллиардов рублей. Компания «Алроса» выпустила 24 миллиона карат алмазов за 9 месяцев текущего года. Снижение вызвано приостановкой производства на отдельных активах компании и сокращением объемов алмазодобычи в условиях пандемии COVID-19. Основной объем продукции был произведен на Айхальском ГОКе. Данный результат на 3% превышает показатели предприятия за 9 месяцев прошлого года. Несмотря на вовлечение в отработку участков с более низким содержанием, комбинат на 44% увеличил обработку руды на трубке юбилейная в третьем квартале. Нюрбинский ГОК выпустил почти 6 миллионов карат алмазного сырья за счет увеличения объемов добычи рассыпным способом. Кроме того, в этом году компания вела обработку песков на обогатительной фабрике номер 16, которая в прошлом году была загружена только рудой с коренных месторождений. Во втором квартале к промывочным работам приступила дочерняя компания «Алмазы Анабара», которая в отчетный период получила 3,5 миллиона карат продукции. Данный результат обусловлен сезонным ростом промывки песков, а также увеличением среднего содержания за счет вовлечения в обогащение пород с более богатых месторождений. «Алроса» проводит очередной онлайн-аукцион эксклюзивных бриллиантов для частных клиентов программы «Алроса Diamond Exclusive» и профессиональных участников рынка. Компания выставляет на торги цветные и бесцветные бриллианты с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом. Заявки в рамках аукциона принимаются по 2 ноября. На торги выставлены 33 крупных бесцветных и цветных бриллиантов, включая несколько редчайших розовых экземпляров. Все бриллианты произведены гранильным подразделением «Алроса» из добытого компанией сырья и сопровождаются сертификатами Международной гемологической лаборатории GIA. Как отметили в компании, бесцветные бриллианты высоких цветовых и качественных характеристик, а также бриллианты фантазийных цветов в долгосрочной перспективе показывают высокий рост стоимости, обеспечивая защиту сбережений от валютных и страховых рисков. Из бесцветных наиболее пригодными для инвестиционных целей считаются экземпляры от полностью до почти бесцветного. Еще более выигрышными являются цветные бриллианты, поскольку они встречаются исключительно редко. Площадку для санитарной авиации в селе Мая в Мегино-Кангаласском районе Якутии модернизировали благодаря нацпроекту здравоохранения. Обновленная авиационная площадка введена в эксплуатацию и уже принимает вертолеты. В текущем году авиакомпанией «Полярные авиалинии» выполнены работы по строительству забора площадки и установке светосигнального оборудования. В настоящее время вертолеты санитарной авиации с медицинским модулем имеются на базе центральных районных больниц в населенных пунктах Мирный, Среднеколымск, Нерюнгри, Нюрба, Батагай и Тикси. Что касается темы коронавируса, в Якутии региональными мерами поддержки смогли воспользоваться 523 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 44 миллиона 978 тысяч рублей. На рассмотрение лежит еще 577 заявок. Те предприниматели, у которых они будут одобрены, получат в общей сложности 53 миллиона 479 рублей. Сегодня в республике упрощенной системой налогообложения из 115 видов деятельности субъектов малого
малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться лишь 16. Это такие сферы, как туризм, предоставление гостиничных услуг, общественное питание, здравоохранение, образование, культура, индустрия развлечений, физкультура, спорт, бытовые услуги. Этот перечень планируется расширить, так как предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса, намного больше. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нюрбуяна Иванова.